24 октября текущего года в Академии наук Республики Саха-Якутия состоялась стратегическая сессия разработка третьего этапа программы комплексных научных исследований в Республике Саха-Якутия, направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы на 2025-2028 года с участием заинтересованных научных и образовательных учреждений, министерств, ведомств Республики. Мероприятие организовано Академией наук как высшей научной организации региона во исполнении перечня поручений главы Республики Саха Айсена Николаева от 28 августа 2023 года по итогам встречи с научной общественностью. В идеальном варианте, и то это не самый идеальный вариант того выхода в практическую область, которая была поставлена перед задачей КНИ. Напомню, что когда руководители республики того времени, и Егор Афанасьевич Борисов, и Галина Иннокентьевна Данчикова, они же нас при приеме в своих кабинетах, когда мы защищали, собственно, свое право на реализацию этих проектов, они показывали результаты экспедиции 20 века, где очень много было дано рекомендаций на тот момент. Напомним, что программа комплексных научных исследований в республике была утверждена в 2016 году как совместный проект Российской академии наук, Министерства науки и образования Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Основная цель программы комплексных научных исследований направлена на разработку научно обоснованных прогнозов и рекомендаций по обеспечению устойчивого социально-экономического развития республики как стратегически значимого субъекта Российской Федерации до 2050 года. Программа была подготовлена во исполнении поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Все НОЦы показали по отдельным показателям перевыполнения, и для того, чтобы нам удержать хотя бы свои позиции, нам сейчас нужно максимально качественно отражать всю свою работу. Поэтому огромная просьба вовлекаться в коммуникации, слушать советы и, конечно же, выделить человека, который будет заниматься именно этим. Социально-экономических показателей, которые прогнозируются на 2022-2023 год, и здесь у нас, конечно, огромный рывок не только по республике Саха-Якутия, но и по всем регионам НОС в целом. По итогам анализа данных было выявлено, во-первых, что слишком короткий период статистического наблюдения для оценки деятельности НОС. Во-вторых, программа деятельности НОС необходимо включить системные меры, влияющие на социально-экономические показатели региона. И, наконец, в программу деятельности НОС необходимо включить качественные результаты. Каждый из НОС утверждал, что те показатели, по которым мы отчитываемся, фактически не коррелируют с изменением ситуации, а ведь мы заявляем о том, что мы меняем науку, технологии в целом на регион. Возможно, имеет смысл внедрять другие показатели, и это как раз первый вопрос повестки по переработке программы. На текущий момент времени стоит перед нами очень большая задача по трансформации самой программы НОЦ на 2025-2030 год. Правительством Российской Федерации было принято решение о том, что НОЦ мирового уровня как проект будет продолжаться, а значит вызовы изменились, и значит новые возможности появляются для внедрения технологий на северо-востоке страны. По итогам 2022 года НОЦ «Север» вошел в группу устойчивого развития, и, соответственно, для нас сейчас важно не просто закрепить результат, но еще и наши технологии дать им максимальное пространство для развития и максимальное пространство для реализации тех идей и возможностей, которые есть у наших ученых. Как показал опыт, наши технологии действительно востребованы. Так, например, наши бионефтесорбенты, разработанные Институтом проблем нефти и газа совместно с индустриальным партнером ООО «Газпастсервис», будут применяться уже в первой половине
половине следующего года на базе судна «Днепр», что находится в Булунском районе. Помимо этого мы также запускаем новые технологические решения, которые отвечают вызовам социально-экономического развития Республики Саха-Якутия, Камчатского края, Чукотки, Магадана и Сахалина. Сегодняшнее мероприятие призвано определить основные приоритеты в части программы комплексных научных исследований третьего этапа. Вообще сама практика внедрения КНИ-2, она показала огромный результат и, более того, вдохновила многие субъекты, которые входят в НОЦ, тоже внедрять подобного рода программы. Так, например, Камчатский край также в этом году инициировал подобную программу. В Сахалине, на Сахалине ведется работа по разработке программы по поддержке науки. Министерство науки и высшего образования отметило данную практику как одну из самых ярких и интересных, и очень большое внимание уделяется как раз региональной поддержке технологических проектов. Определение приоритетов КНИ-3, а в первую очередь это будет строиться вокруг кластеров, которые зафиксированы у нас в программе НОЦ-Север, позволит поддержать науку, позволит уделить внимание именно тем технологиям, которые нужны заказчикам, неважно, отраслевому заказчику или региональному. Важно, чтобы это меняло жизнь наших жителей и нашего региона в лучшую сторону. Любой крупный проект, он начинается с начального этапа. В данном случае это этап стратегирования. Мы определяемся с тем, как мы будем выстраивать подготовку программы комплексных научных исследований Республики Саха-Якутия по развитию ее производительности или социальной сферы. У нас есть, конечно, база по сравнению с тем, что было еще несколько лет тому назад. То есть мы КНИ-1 успешно реализовали. Сейчас под руководством Академии наук у нас идет реализация уже второго этапа КНИ-2. Мы выиграли и стали одним из участников национального проекта «Наука и университеты» в рамках НОЦа «Север». Это все шанс для того, чтобы быть понятными, быть востребованными для индустриальных партнеров, которые работают в регионе, и, с другой стороны, поднимать качество жизни для населения. Здесь мы рассматриваем формирование в дальнейшем, как у нас будет комплексы научных исследований 3 проходить. Первый, второй этапы прошли, сейчас вот при этом формировании идет и мозговой штурм, обсуждение по 5 секциям, и оно должно принести свои плоды для того, чтобы нам комплексные научные исследования имели связь и с научно-образовательным центром, и в целом, конечно, наша республика должна получить новые технологии, которые дадут производство, которые дадут социально-экономическое развитие нашей республики и наших дальневосточного и арктических территорий, которые объединены под единой крышей научно-образовательного центра «Север» мирового уровня. И здесь происходит раскрытие не только новых знаний, которые имеют наши научные сотрудники, наши ученые нашей республики, но и, конечно, то, что хотят получить. И для получения вот этих ведения научных разработок, конечно, должна быть сейчас новое понимание, не только научные знания, но они должны быть применимы для
получения технологий и получения конкурентоспособной продукции, которые принесут в конечном итоге для нашей республики высокие доходы. Это, конечно, высокодоходность, высокая зарплата наших жителей, нашей республики, нашего региона. Казалось бы, могут объединить все, что здесь указано, биотехнологии, медицину и так далее. Причем мы отдаем себе отчет, что не по всем этим, скажем, наименованиям у нас на сегодня есть уже готовые научные группы и даже, может быть, готовые специалисты. Мы считаем, что вот КНИ-3 так и должно быть формулировать, потому что те задачи, те проекты, которые мы в конечном итоге определим по КНИ-3, они должны дать информацию, должны дать пищу и в отношении целевой подготовки специалистов и привлечения научных групп из других регионов. Вот исходя из этих исходных положений мы попытались сформулировать. Итак, направление, которое мы предлагаем в рамках вот этой самой пятой группы, пятого блока, или как хотите его называть. Значит, первое. Новые биотехнологии в медицине, пищевой промышленности, ветеринарии и в прикладной экологии. Вот то, чем занимается Ерофеевская, на наш взгляд, это, конечно, экология, но это и биотехнология, поскольку речь идет о ликвидации нефтезагрязнений, в данном случае с помощью биотехнологических приемов. Значит, это первое направление. Второе. Развитие лицензионных и индивидуализированных методов диагностики в отношении наиболее распространенных и социально значимых заболеваниях на северо-востоке России. Мы же КНИ-3, вот как Михаил Юрьевич уже сказал, что поскольку мы сейчас будем уже интегрированы из НОТ-Север, то мы должны уже говорить не только о Республике Саха-Якутия, но и в целом о регионе НОТ-Север. Это 5 субъектов федерации на северо-востоке России. И третье. Новые медицинские технологии, включая физико-технические медтехнологии в лечебной, профилактической и реабилитационной медицине. Вот мы предлагаем такие направления или поднаправления. Эффективности традиционной и нетрадиционной альтернативной энергетики регионов, развитие экономики, причем не сырьевой направленности, да? Обеспечение единого комплекса. Вот то, что вот в пятой группе было отмечено, Борис Моисеевич, это комплекс образования, наука, технологии, инновации, экономика. Чтобы разрабатывать и передавать производство импортозамещающие и импортоопережающие технологии и разработки. Направление – это новые материалы для техники Севера, включая конструкционные, мультифункциональные для отраслей промышленности, таких как строительная отрасль, сельское хозяйство, энергетика. Еще одно направление – подготовка кадров для материаловедения, включая магистратуру, аспирантуру, диссертационный совет, который буквально на днях должен быть у нас открыт. И разработка энергетической стратегии. Тут вот не вошло, вообще не было озвучено. Дело в том, что до 1935 года та стратегия, которая сейчас как бы была профинансирована, она не получила одобрения нигде. Ни у одного рецензента, ни в правительстве, то есть она фактически не работает. Материалы, технологии, которые вот есть, это и атомная, и малая гидроэнергетика, и солнечная, и ветровая энергетика, и, возможно, какие-то другие варианты. Это то, что делают с топливами, то есть получение на излишках водорода, получение гелия и использование его в высокотехнологических отраслях промышленности. Которые мы предлагаем, это адаптирующиеся и самодиагностируемые материалы для вот этих отраслей промышленности. Это цементы даже, которые, например, чувствуют повреждения, могут залечиваться через какое-то время. Композиционные материалы с уникальными свойствами, метаматериалы с
свойствами, которые не то что уникальные, они обратные, например, с обратным пластом. Во время землетрясений, когда происходит воздействие на такой материал, он не занимается, расширяется, он сам компенсирует воздействие сейсмических волн. Если такую оболочку сделать под фундаментом, здание не будет разрушаться. Задача КНИ – это взять вот технологии, которые доведены до уровня 4-5, а это фактически на уровне прототипов, идеальных уровней, но не проверенные на практике, и ускорить до внедрения, это уже уровень 8-9. Это должно пройтись по всем тематикам, 5 или сколько там будет. В этом плане мы, люди, которые уже знают эту систему, предлагаем уменьшить поддержку фундаментальных направлений, потому что классические фундаментальные направления в госзаданиях федеральных структур и отдельных республиканских. И вот как-то в программе АПК у нас вроде бы в группах прописано, зато ее нету в внутренних документах. Мы вот тут справку передадим. Цели, задачи как-то АПК в республиканской системе учтена в группах, а в программе немножко не доведена. Она посвящена науке и кадровой политике. Нужно вносить в каждую из разделов, которые мы видим 5. Потому что, работая по КНИ-1, мы должны понимать, что мы развиваем и технологический кадровый потенциал, и C4.7 – это сквозная цель, которую нужно просто вставить в каждую из вещей. Эти направления могут писаться многие новые интересные вещи, потому что сельское хозяйство не стоит на месте. В частности, появляются новые интересные продукции животноводства, которые не являются традиционными. В частности, ВПК много работает с ЦБКами, и, соответственно, там уникальные продукции из них выходят, которые можно использовать. И численность их настолько велика, что уже можно не выходить даже на мясо, на отдельную отрасль, ну и на шерсть. Она вообще очень дорого стоит. Один из самых дорогих. И что оно еще в этом столетии будет давать Абсолютно возможность нам неоспоримые развиваться. конкурентные преимущества есть. Надо на этой базе двигаться дальше, но ни в коем случае от этого не уходить, понимаете? И эти термины не использовать, не настраивать молодежь на этот подход. Нужно разумно и рационально использовать то, что нам дала природа. Это наше счастье и достижение. Спасибо. Ресурсы, недропользование, это промышленность, да? Экология, мерзлотоведение и вот будет по настоянию наших экспертов звучит адаптация региона к изменению климата, природной среды и так далее. Вот это как бы отдельным блоком мы его как бы обозначили. Это вот по сравнению с тем, что традиционно мы представляем, это как бы новое видение или направление, которое желательно бы вот на обозначенном поле деятельности иметь в виду. Теперь мы по этим направлениям поработали. Так, прежде всего пытались определиться вызовами, да, какие у нас все-таки существуют вызовы по этим направлениям. И у нас довольно большой список вот этих вызовов. Я, наверное, только кратко могу сказать, чтобы в области минеральной сырьевой базы, это известные вещи, это вот истощение сырьевой базы. Здесь нужно подчеркнуть, что возникает вопрос, проблема техногенного сырья, да, и проблема при освоении любого месторождения, это комплексный подход. То есть у нас, когда мы разрабатываем месторождение, мы не должны смотреть его как моносырье, да, для извлечения какого-то только одного компонента. А мы должны смотреть, что еще есть, и для этого соответствующая должна быть, конечно, производство, потребители и так далее. С недропользованием связаны прежде всего, да. Поэтому здесь тоже очень много направлений, которые вызовы, да, которые нужно тоже решать. Ну, прежде всего, это вопросы рекультивации нарушенных земель, так, и в соответствии с изменяющимся вообще средой. Вот это очень
важно. Сейчас она мерзлотоведение по специфике, вот как направление, она становится вообще определяющим, да? При строительстве объектов, при даже ведении вот сельского хозяйства, все это будет основываться на фундаментальное изучение, исследование международных условий и так далее. Надо, во-первых, хорошо уяснить, что мы сейчас находимся на большом технологическом переходе в новые технологии. То, что у нас было годами, десятилетиями и даже столетиями сегодня наработано, оно работает нормально. Вот. Постоянно совершенствует техника, мы как-то улучшаемся. Вот. Но сегодня появились новые возможности, которые надо использовать. Но более того, нам надо очень четко следить за современными трендами, происходящими у нас в стране и в мире, включая в том числе и санкционные разные процессы по отношению к нам. Во-вторых, мы должны учитывать и тот большой тренд, который сегодня звучит как поворот на восток. Вот, восток — это мы. Где этот восток начинается, надо достаточно ясно понять, потому что есть разные мнения о том, что значит поворот на восток. Некоторые думают, что это вся западная часть нашей страны возьмет и сориентируется на восток. В своих взглядах, в своих намерениях торговать, обмен вести какой-то и так далее. Вот. Когда на недавнем я совещании таком в ВКС задал вопрос: ребят, а мы, восточные регионы, как всегда будем вписываться в эту траекторию поворота на восток? Говорят, ну это не, ребята, это не о вас будет разговор идет, это вообще. Вот. Ну, на самом деле, вот сейчас мы обсуждаем, и как раз обсуждаем темы, каким образом мы в этом процессе должны будем участвовать. Ну, не чем развиваться быстрыми темпами. Вот. И поэтому мы так или иначе все равно привязываемся к этим темам устойчивого развития. У нас в республике в целом это движение идет, это технологически. Это цифровые технологии. И сейчас еще появились не бесчеловечные, а безлюдные технологии, где человек не присутствует. Да? Вот для Арктики, для Севера это очень актуальный вопрос, мы сейчас это хорошо понимаем. Ну, тут сейчас говорили, допустим, об оленеводстве. Меня уже много лет постоянно занимают одни мои друзья-оленеводы из Оленевского района, которые сначала меня удивили тем, что они стали применять эти ошейники спутниковые и получили полную картину. Однажды мы увидели, что оленевские олени, их там 4,5 тысячи голов тогда было, уходят в Красноярский район. И это мы увидели и в Норвегии. Если мы говорим, что Арктика — это кухня всей погоды, ну тогда надо четко знать механизм этой погоды. Хотя много сейчас уже известно современных, но тем не менее хотелось бы знать и о биологической части этой большого процесса. Вот. По социальной сфере тоже есть очень много вопросов, и тут мы тоже, вот я тут в группе эту тему озвучил, но отрицания не увидел того, что у нас сегодня есть. Ну, во-первых, у нас есть такая беда в нашем в образовании, в просвещении, точнее сказать, да? Малокомплектная школа. Там 10-15 учеников на все классы с 1 по 11 класс. Нет проблем поговорить на расстоянии и понятнее зафиксировать и договориться. Я такой, так, вот на пинки тупо говорю, а почему нам не выбрать, допустим, одного самого грамотного физика школьной программы по всей России, самого грамотного историка и записать его в учебную программу на носители, современные носители. И эти уроки проводить по всей территории России. От самого умного человека, который умеет донести, правильно изложить и донести там историю, физику, любой другой предмет. Почему бы нет?